Коми 283 новых случая инфицирования COVID-19. Фиксируем небольшой рост. По данным сайта stopcoronavirus.rf, 6 человек умерло за сутки. 137 побороли болезни. Поступила новая партия вакцины 5400 доз. В остатках 25 тысяч. При необходимости запасы пополнят. Об этом рассказал глава Коми Владимир Уйба в своем обращении к жителям республики. Заодно он призвал не дезинформировать людей о тяжелых последствиях вакцинации, быть деликатными и корректными в этой теме. Сообщения в соцсетях о смерти привитого молодого мужчины стали поводом для серьезного разбирательства. Действительно умер мужчина 1983 рождения, то есть действительно молодой мужчина. Но первое, он был не привит. Второе, это позднее обращение. И третье, к сожалению, несмотря на то, что это действительно молодой возраст, у погибшего было очень много хронических заболеваний. Реанимация КРКБ забита привитыми людьми. Это еще один популярный фейк, рассказал Владимир Уйба. Коми республиканская клиническая больница перепрофилирована под ковидный госпиталь всего месяц назад. Этот месяц в КРКБ в реанимации прошло 510 человек. Из этих 510 человек только 2 человека были привитые, которые, к сожалению, действительно закончилось летальным исходом, но это были люди достаточно преклонного возраста, также с большим количеством заболеваний, привиты первым компонентом вакцины. Вот, к сожалению, я уже говорил о том, что после первого компонента и после второго компонента нужно понимать, что человек уязвим, и нужно соблюдать и масочный режим, и режим дистанции. Цифры, 510 всего прошло через реанимацию пациентов, из них только 2 человека были привиты первым компонентом, это 0,4%. Поэтому у меня большая просьба. Первое, кто размещает такую информацию. Надо понимать, что вы просто дезинформируете других людей. В своем обращении глава Коми Владимир Уйба ответил и на претензии о задержках выгрузки сертификата о прививке на сайте госуслуг. Причины две. Федеральный портал недавно давал сбой, сейчас его работа налажена. А второе – человеческий фактор. Медицинские работники, которых и так мало, сильно устают и не справляются с большим объемом работ. Бывает, допускают ошибки. Сейчас решение найдено, сообщил руководитель региона. Мы обратились за помощью в МФЦ. И сотрудники МФЦ сегодня выполняют вот эту функцию оператора, по сути. То есть заполняют сертификат вакцинируемого и выгружают данные в течение этого дня, когда заполняются данные о сертификате. Владимир Уйба поставил задачу медикам и сотрудникам МФЦ сертификата вакцинации загружать на портал госуслуг в течение суток.